Доброе утро, дорогая республика! На календаре 11 мая, четверг, и это телеканал «Якутия-24». И с вами вновь мы, программа «Утро Якутии», Руслан Ачиров и Дарья Анкехова. Мы желаем всем отличной бодрости, хорошего настроения. И давайте же узнаем, что сегодня мы вам покажем и расскажем. В Якутии в этом году продолжит реализовываться экологическая акция «Чистая Арктика». Вывоз металлолома из арктических районов Якутии ждет открытия летней водной навигации. Тайминг снега все больше становится актуальным вопрос сбора и утилизации мусора. В ряде регионов нашей страны уже начинают запускаться экологические акции и зеленые субботники. Сегодня у нас в гостях побывает специалист по озеленению городской среды, где мы поговорим об этой актуальной теме. Далее узнаем, какие же праздники отмечаются у нас сегодня в столице нашей республики в рубрике «Даты и события». Сегодня еще будет очень интересный гость. Это будет нутрициолог. Возможно, многие даже не знают, чем он занимается. Но на самом деле сегодня мы поговорим на очень интересную тему, как похудеть без каких-либо диет, БАДов, как не насиловать свой организм. Ну а самое главное, дорогие друзья, необходимо отметить, что европейские диеты и культура питания совершенно не подходят для жителей нашего региона. Ну а как в этом всем разобраться, мы узнаем чуть позже. Ну и, конечно, друзья, как видите, очень интересные сегодня темы. Сегодня хорошее утро. Заваривайте кофе покрепче, наливайте чай, усаживайтесь поудобнее, либо занимайтесь своими делами. Ну, а мы сделаем это утро как можно более интересным и насыщенным. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где можно будет найти еще больше новостей. Но сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. В Заречной группе 3-6 градусов выше 0. В южных районах плюс 3. В Вилюйской минус 4, минус 2. В Нижнеленских до 9 градусов мороза. В западных районах плюс 1. В Колыму-Нигирской группе улусов 8 градусов тепла. В Янских минус 8. На северо-западе 15-13 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 4 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 9 градусов. Но на территории региона продолжает реализовываться экологическая программа «Чистая Арктика». Так, в апреле этого года добровольцы «Чистой Арктики» подготовили к вывозу тонны собранного с территорий Пустьянского и Алаиховского районов металлолома. Первую партию удалось отправить на переработку в Якутск по зимнику, остальное вывезут водным транспортом. Напомним, волонтеры «Чистой Арктики» в прошлом году собрали с 2 территорий Якутии сотни тонн металлолома, а уже в этом сезоне отсортированные и брикетированные отходы подготовили к отправке в Якутск. Часть груза, это около 40 тонн, уже доставили в пункт приема и переработки по зимнику. Оставшийся объем, как уже сказал Руслан, отправят по воде, заявил первый замминистра по развитию Арктики, делам народов Севера Якутии Сергей Неустроев. По словам лидера Российской экологической партии «Зеленые», руководителя проектного офиса «Чистая Арктика» Андрея Нагибина, даже та часть отходов, которую удалось вывести, значительно облегчит экологию обоих поселков. Партнерскую помощь в вывозе собранного металлолома «Чистой Арктики» оказывают 2 корпорации. Это акционерное общество «Янолова» и «Янзолото». Обе компании готовы оказать всестороннюю поддержку в развитии экологических проектов, реализуемых в регионе, а также предоставить свои возможности и технологии для организации отправки груза к пункту переработки. Уборка силами волонтеров «Чистой Арктики» продолжится в Якутии и в этом году. Ожидается, что объемы собранного и утилизированного мусора в новом 3-м по счету полевом сезоне превысят прошлогодние показатели более чем в 2 раза. В год каждый человек создает примерно 500 килограммов отходов. 90% из них оказываются на свалке, и только максимум 5% вторично перерабатываются. Мусорные полигоны горят и выделяют токсичные вещества в атмосферу. Яд, перемешиваясь с дождевой и талой водой, попадает в почву
а также загрязняет подземные воды. Мы с вами пьем отравленную воду. Вдыхаем токсичные вещества вместе с воздухом. Едим продукты, выросшие на отравленной почве. Как можно помочь? Надо просто разделять отходы, те, что перерабатываются, и те, что не перерабатываются. Переработке поддаются 80% отходов. Отходы превращаются в новые вещи. В России около 1000 предприятий сортируют и перерабатывают отходы. Их станет больше, если мы начнем разделять отходы. Один из самых актуальных способов борьбы с отходами – это сокращение потребления. Около вашего дома нет контейнеров для раздельного сбора отходов? Карта Recycle Map поможет их найти. Хотите знать больше? Заходите на сайт www.просторазделяй.рф. Просто разделяя, мы дарим вторую жизнь ненужным вещам и чистую планету будущим поколениям. Ну а мы продолжаем тему экологии. Ну и, конечно, давай поговорим уже об образовании. Ведь непосредственно только образованный человек, да, может организовать не определенные движения, сообщества, но, собственно, которые, в свою очередь, повлияют на экологию не только нашего региона, но и всей страны в целом. Факультет лесного комплекса Арктического государственного агротехнологического университета в этом году отмечает свое 5-летие. Именно в этом факультете готовят специалистов, которые занимаются вопросами благоустройства и озеленения населенных пунктов и городов. И сейчас о значимости этого факультета и о современных подходах благоустройства моногородов мы поговорим с нашим гостем в студии. Это Мария Владимировна Слепцова, декан факультета лесного комплекса и землеустройства Арктического государственного агротехнологического университета, кандидат технических наук. Мария Владимировна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала, конечно, примите наши поздравления, да и поздравления всей республики в целом, да, 5-летие. Обычно, знаете, когда подводят некие итоги, да, 5-летки, необходимо поговорить все-таки, чем живет сегодня ваш факультет, насколько охотно ребята поступают к вам, ну и какие специальности в итоге выходят от вас. В начале открытия факультета, конечно же, было достаточно очень сложно. Сложно найти специалистов по профильной специальности, да, лесного направления, земельного направления. Но, тем не менее, были приглашены специалисты со всех регионов Российской Федерации. У нас работают профессора, доктора технических наук из Санкт-Петербургского лесотехнического университета, Григорьев Игорь Владиславович, Куницкая Ольга Анатольевна, известные специалисты Республики Саха-Якутия. Также здесь были задействованы все предприятия лесной отрасли и земельного направления. Ну, конечно же, всем известная Амосова Сарглана Поликарповна здесь заложила фундамент развития факультета. И в течение 5 лет мы даже не ожидали, что мы так вырастем. На сегодняшний день обучается около 800 студентов. Много бюджетных мест выделила нам последние годы из Российской Федерации. У вас на факультете обучаются не только землеустроители, но и ландшафтные дизайнеры, да? То есть это получается, что вы идете как в ногу со временем, да? То есть это достаточно такое перспективное направление, потому что облагораживание, озеленение территорий. А вообще еще в целом, какими проектами может гордиться ваш факультет? Проработав я с ВФУ, в ЕГУ более 20 лет, я истинно поняла, что необходимо заниматься озеленением. Вот вся территория озеленения города Якутска была возложена многие годы на меня.
поскольку я была ответственна за благоустройство и озеленение студенческого городка в 2003 году, в 2008 году. Вот как раз мы готовились к международным детям игры Азии. И кроме того, наверное, много лет я осознавала, когда была приглашена заведующей кафедрой природоустройства, что нам необходимо укрупненную группу специальностей подготовить. Лесников, земельщиков, агрономов. Все они, это одна группа специальностей. И сюда же была приглашена с инженерно-технического факультета. Опять же, с ИВФУ у нас давнейшая мечта была подготовка ландшафтных архитекторов. И 2 года назад мы получили долгожданную лицензию. Прошли все уровни, все стадии проверки. У нас сейчас мы готовим ландшафтных архитекторов для республики. И очень отрадно отметить, также нам выделены, мы получили бюджетные места, показав, что у нас уровень подготовки соответствует. Понятно, да? Мы отвечаем всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Здорово, да, те самые 800 ребят сегодня могут получить различные специальности, да, и не только, если многие подумают, да, наверное, что же делать, когда получишь образование, допустим, да, в такой узкой специальности, но можно пойти и совершенно на современную профессию, как ландшафтный дизайнер, да, и почему бы нет. Но еще выпускников не было. Да, выпускников сейчас нет, они только учатся на начальных курсах. Кроме того, есть... Для подготовки вообще специалистов задействован весь спектр сильных специалистов Республики Саха-Якутия. Возглавляет ее кандидат архитектуры Старостина Этелина Анисимовна. Она известный архитектор Российской Федерации. Для подготовки специалистов, конечно же, нужна база. Определенная база, конечно, соответствует Арктический государственный агротехнологический университет. Мы построили 2 огромные теплицы, мы выращиваем все, мы озеленяем весь город, стараемся, мы участвуем во всех проектах, стараемся участвовать. Мы также знаем, что вы принимаете активное участие по восстановлению республики после пожаров, да? И один из таких объектов, да, это горный район. Сейчас мы прервемся на небольшую короткую паузу, а позже узнаем, как же студенты факультета лесного комплекса Арктического государственного агротехнологического университета участвовали и чего же они все-таки достигли. Оставайтесь с нами, но чуть позже мы обязательно вернемся, и это «Утро Якутии». Доброе утро, вы смотрите новости. Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами, сообщил Минздрав. Санкции не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами. Продолжается инновационное развитие фармацевтического рынка, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году. Доля клинических исследований отечественных лекарств в России растет. Инновационное развитие рынка продолжается, отмечается в отчете. Так, в прошлом году в стране зарегистрировано 950 препаратов, в том числе 796 отечественного производства. До первого основного единого государственного экзамена осталось 17 дней. Выпускники и учителя всех школ с ответственностью готовятся к этому событию. Особенно волнительно тем школам, которые впервые проходят такой опыт. Гимназия «Центр глобального образования» города Якутска подготавливает к ЕГЭ своих первых выпускников. 65 учащихся 11 классов учатся по индивидуальной программе. К экзамену их подготавливают высококвалифицированные педагоги, среди которых имеются учителя, имеющие в педагогическом опыте выпускников 100-бальников. Гимназия была открыта в 2021 году и реализует интересные проекты по профориентации. Всего в образовательном учреждении 1400 учащихся. Планирую сдавать историю, обществознание, русский язык. Поступать хочу на исторический факультет. Вообще, историю я полюбила еще в 5 классе, благодаря моему учителю из прошлой школы. Это, в принципе, интересные предметы, и мне кажется, что только понимая прошлое, мы можем смотреть в будущее и строить настоящее. И мне кажется, что хорошо, что добавили больше заданий на Великую Отечественную войну, так как мы должны знать историю своей страны, и это такое
знаменательное событие в нашей истории, которое действительно стоит знать. В теплице агротехнологического университета разгар весенних работ. Этой весной сотрудники университета посадили 80 тысяч саженцев, в их числе 35 видов цветов. Также посажены 6 сортов огурцов, 4 вида томатов, баклажаны, перцы и кабачки. Так, по заказу населения второй год сажают рассады неопыляемых кабачков. По словам сотрудников АГАТО, у таких саженцев можно собрать хороший урожай. Также второй год сажают рассады пекинской капусты. Тем временем подготовка рассады, высадка растений и последующий уход за ними – это кропотливый труд. В этом сотрудникам АГАТО помогают студенты. Скалолазание и борьбу «Алыш» утвердили демонстрационными видами спорта 8-х игр «Дети Азии». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. 8-е игры «Дети Азии» станут одним из крупнейших мероприятий, которые будут проводиться в 2024 году в нашей стране. Предварительно желание участвовать уже выразили порядка 30 стран. Борьба на поясах «Алыш» – древний кыргызский национальный вид спорта. В 2002 году была открыта Международная федерация борьбы на поясах «Алыш». Она объединяет многие страны и активно развивается. Переговоры о включении борьбы на поясах «Алыш» в перечень спортивной программы игр «Дети Азии» велись с 2017 года. Первый в Якутии олимпийский скалодром появится в спорткомплексе «Дахсун». На скалодроме в 2024 году проведут демонстрационные соревнования по скалолазанию на играх «Дети Азии». Высота объекта составит 16 метров. Его построят с учетом требований проведения международных соревнований. Скалодром разделит на 3 сектора для лазания на скорость. Эталонная трасса, ширина 6 метров, лазание на трудность, ширина 25 метров, лазание на болдинг, серия коротких в 5-8 перехватов и предельно сложных трасс. Высота 4 метра, ширина до 27 метров. Работы по его возведению будут идти в рамках программы Фонда поддержки олимпийцев России. Примерная стоимость объекта более 72 миллионов рублей. Доброе утро, это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 НВК Саха. И мы продолжаем разговор с нашей гостьей. У нас в студии Мария Владимировна Слепцова, декан факультета лесного комплекса и землеустройства Арктического государственного агротехнологического университета, кандидат технических наук. Еще раз доброе утро. Доброе утро. До ухода на новостной блок мы говорили о том, что сегодня студенты – это, конечно, ваша гордость. 800 ребят обучаются сегодня у вас на разных курсах, да, специальностях, и активное участие вы принимаете в различных акциях и мероприятиях, в частности, по восстановлению нашего региона после лесных пожаров. Вот расскажите немного про ту работу, которая ведется по этому направлению. Поскольку в 2019 году Лесной кодекс принял 220-й закон Федерального кодекса о правилах лесовосстановления, мы так сразу же подключили, что нам необходимо также участвовать во всех конкурсах. И первый наш опыт в 2019 году мы провели в Ленском районе, потом Горный район после пожаров. Следовательно, мы тут участвуем все преподаватели, все студенты-лесники. И основная работа, конечно, после пожаров – это очистка. Мы не столько после пожаров, нужно очищать лес всегда. От валежа, от сухостоя, от всего. Вот. И поэтому тогда пожаров уже не будет. Все это накапливается, перестойный и сухой лес всегда горит. Мы это должны понимать. И, следовательно, после пожаров опять же идет очистка. Самая основная работа должна быть проведена очистка. Тут, конечно же, это работа достаточно физическая, сложная работа, да. На самом деле здесь должны участвовать большие уже предприятия, должны подключиться все население. Может быть, немного расскажете про лесопитомник, да, который находится в Алекминске. Как вы относитесь? Вообще, лесопитомник – это была моя мечта много лет, поскольку я достаточно очень хорошо понимала, поскольку еще 20 лет питомник должен быть для декоративно-кустарниковых растений. У нас питомник для выращивания хвойных деревьев, для промышленного масштаба в наших лесах.
после пожаров, для восстановления. На самом деле, для того, чтобы вырастить лес, это потребуется очень большое время. Представьте ведь себе, он всего лишь за 3 года будет только 10-15 сантиметров. Это очень долгий период. Следовательно, у меня есть всегда идея, почему мы не используем подрост. Очень много подроста в лесу. И заниматься культивированием подроста. Вот это мы бы переносили бы питомники, доращивали бы, тогда был бы большой результат. О сохранности лесопитомниках тоже достаточно медленный процесс. Сколько там сохранится, еще неизвестно, 80%, да? Ну вот, а вот для питомник, для декоративно-кустарниковых растений в городах, таких как город Якутск, обязательно должны быть. Тогда с питомником мы бы выращивали, и оно бы больше приживалось бы у нас в городе Якутске, в наших условиях. Мы знаем, что 31 мая состоится лесопромышленный форум. Вы проводите его не в первый раз, да? Вот какая основная тема будет в этом году, да? И на что вы собираетесь обратить свой взор? 5-й год мы проводим лесопромышленный форум. Это для лесников, для лесоперерабатывающей промышленности, для предприятий, которые желают заниматься заготовкой леса, правильного использования леса. Да? У нас этот вопрос достаточно острый стоит. Сюда собираются, конечно, все и образовательные учреждения, лесничество, лесопромышленные предприятия. Мы всех приглашаем, кому этот вопрос интересен, поскольку здесь достаточно спикерами выступают у нас из других регионов, которые делятся с нашим опытом, поскольку нам еще нужно учиться у других регионов. В раннее время мы всегда сюда же подключается «Русский лес», одна из самых больших компаний. И, следовательно, они еще помогают нам влаживать средства, материально-техническую базу для развития лесного направления. Это для нас очень большой форум, который дает для развития, для дальнейшего развития. Мария Владимировна, мы желаем вам успехов, чтобы студенты, да, которых вы будете выпускать, они пополнили ряды людей, которые следят за лесом, которые работают во благо нашей республики. Огромное спасибо. Большое еще раз поздравляем с 5-летием факультета. Спасибо. Вам спасибо. Доброго утра вам и хорошего рабочего дня. Что такое День Победы? Это утренний парад, это едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют, фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь стами тут. Что такое День Победы? Это речи за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Отгремел День Победы. К какому следующему празднику готовимся? Наверное, следующий уже будет 12 июня, День России, но затем наш якутский национальный праздник СЭХ. Действительно, и мне кажется, многие уже сейчас находятся в такой сумасшедшей подготовке. Девушки шьют себе холода, и мужчины готовят себе костюмы. Ну и, конечно, мы, безусловно, все ждем замечательной погоды. Да, действительно, но найти хорошую мастерицу, которая не только умеет хорошо шить, но и знает значение узоров, сочетание традиционных цветов далеко не просто. А вот жителям поселка Ленинский Алданского района повезло. Там живет прекрасная мастерица Любовь Марова, которая работает в детском саду, и родители на все праздники, особенно национальные, заказывают наряды именно у нее. Шьет мастерица костюмы не только детям, но и взрослым, причем и русские, и якутские, и венкийские. Один из венкийских костюмов Любови даже был достоин приза на межрегиональном фестивале народного творчества в Хабаровске. Вот такие талантливые люди живут у нас в Якутии. Началось все с того, что моей подруге
Венкийке Валентине Гавриловне Волковой нужен был костюм для того, чтобы выступить на фестивале. И мы попробовали с ней, вот получается, первый мой костюм. У нас есть с ней несколько костюмов, да, то есть один зимнее исполнение, да, другой осень, там, так примерно весна, и третий летний костюм. Я люблю шить, и когда особенно, знаете, самое что приятное, когда человек приходит, и когда ему все нравится, да, и вот какое-то счастье, да, видеть у других людей от твоей работы, да, от результата, то, это вообще, конечно, очень приятно для души. Ну а мы продолжаем знакомить вас с детьми, которыми сегодня нужна семья. И в нашем сюжете вас ждет встреча с Сергеем, Ромой и их сестренкой Таней. Дети сегодня находятся в одном из центров содействия семейному воспитанию. И мы очень надеемся, что после нашего эфира они приобретут свою настоящую любимую семью. Знакомьтесь, 12-летний Сергей, 5-летний Рома и их 3-летняя сестренка Таня. Садись сюда. Дети остались без попечения родителей и находятся в одном из центров содействия семейному воспитанию. Старший Сережа очень любит братика и сестренку, с удовольствием играет с ними и даже старается учить и развивать их. Давай, давай еще раз. Ты так хорошо общаешься с братом, с сестрой. Вот расскажи, какие они. Вот какой Рома, какая? Рома, как я думаю, хороший, но бывает то, что баловный. А Таня почти та же. Она вот, когда плачет, видит меня, сразу радуется. Главное увлечение Сережи – фото и видеосъемка на своем телефоне. Это я сам сделал. Вот брат с сестрой. Ага, так, сейчас, поди-ка, Сережа. Есть у Сережи мечта. Кем бы ты мечтала работать, когда вырастешь? Фотографом. Хочу в киносъемках участвовать. Оператором. Таня спокойная и ласковая девочка. Она легко общается со взрослыми и детьми, проявляя добрый и мягкий характер. Рома очень активный и подвижный мальчик. Он проявляет интерес к происходящему, живо реагируя и подключаясь к разным видам деятельности, которые ему предлагают. Мы надеемся, что Сережа, Рома и Таня обретут семью. Знаешь, Руслана, на очереди у нас одна из самых любимых рубрик – это даты и события. Действительно, порой удивляешься тому, насколько много праздников в календаре, причем официальных и неофициальных, а порой праздники вызывают просто некое удивление. И думаешь, а что же в этот день можно отметить? Да, действительно. Я всегда вспоминаю один советский фильм, где отрывной календарь носил один герой. Но вот таким образом сегодня в США отмечают День желудка, День Конституции в Лаосе, День последнего рыбацкого сезона в Исландии, День технологий в Индии и День прав во Вьетнаме. Ну а какие еще праздники, давайте узнаем далее в нашей рубрике. Сегодня отмечают День глаженных шнурков. Гладить шнурки, конечно же, работа бессмысленная и совершенно ненужная ни самим шнуркам, ни владельцу обуви. Логично, что в подтекст названия праздника приписывают протест бессмысленной работе. В этот день, 11 мая, проходят флешмобы, на которые собираются люди в цветных шнурках и замирают на несколько минут прямо посреди города, метро или торгового центра. Юмористы также хорошо знают об этом празднике и устраивают себе полноценный день лени. Помимо этого, сегодня отмечается Всемирный день осведомленности об эгоизме. По народному календарю отмечают народный праздник березосок, который посвящен вкусному, полезному и натуральному напитку – березовому соку.
Считается, что собранный именно в этот день березовый сок обладает наибольшей силой исцеления и восстановления организма человека. Березовый сок – это жидкость, вытекающая из перерезанных в надломленных стволов и ветвей березы под действием корневого давления. Этот сок является очень ценным продуктом и с точки зрения фитотерапии. Это одно из лучших природных средств для улучшения обмена веществ. Также он повышает сопротивляемость организма к простудным, инфекционным и аллергическим заболеваниям, оказывает мочегонное, а также отличное действие против опухоли. Люди, которые болеют в это время или просто ослабевшие после долгих зимних дней, стараются 11 мая провести на свежем воздухе как можно больше времени. Теплый ветер в день березосока также с давних пор считаются исцеляющим и укрепляющим здоровье. Интересно, что народ верил, береза не только таит в себе исцеляющую магию, но и способна повысить плодородие и защитить от нечистых сил. Ее ветками хлестали молодых супругов, чтобы у них родились здоровые дети. Ребенок, родившийся на березосок, будет богатым и доживет до старости. Это день в истории. В 330-м состоялась торжественная церемония освящения Константинополя, ставшего новой столицей Римской империи. В 868 году китайский монах Ван Цзэ изготовил алмазную сутру, написано на санскрите. Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. В 1818 году в составе России образована Бессарабская область. В 1896 основан Томский технологический институт, ныне Томский политехнический университет. В 1912-м в честь 200-летия Тульского оружейного завода открыт памятник Петру I, отцу-покровителю тульских мастеров. В 1955-м началось совещание в Варшаве представителей 8 европейских социалистических стран по обеспечению мира и безопасности в Европе, на котором заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – Варшавский договор. В 1961 году состоялся первый взлет вертолета К-25. В 1997 году чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM Deep Blue. В 2000-м состоялась премьера фильма «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. Главные роли исполнили Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Александр Дьяченко. В 2004-м на телеканале ТНТ стартовало реалити-шоу, вошедшее в последующем в Книгу рекордов Гиннесса «Дом 2». В этот день родились. В 1904 году появился на свет Сальвадор Дали, испанский живописец, график, скульптор, режиссер, писатель, один из самых известных представителей сюрреализма. В 1931-м Нина Чистова, советская артистка балета, солистка Большого театра СССР, педагог. В 1961 году появился на свет Владимир Колокольцев, российский государственный деятель, ныне министр внутренних дел Российской Федерации. В 1963-м Константин Меладзе, музыкальный продюсер. Именины сегодня отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим. Сегодня тот исключительный день, когда каждый житель может устроить истинный праздник своему желудку. Национальный день, когда можно есть то, что хочется. Или, другими словами, ешьте, что хотите. Этот неформальный праздник еще называют Днем без диет, и отмечается он ежегодно 11 мая. И как раз сегодня у нас в гостях нутрициолог, человек, который знает секреты, как похудеть без разных БАДов и диет. Это Юлия Заболоцкая-Избекова. Юлия, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Но сразу вопрос, можно ли похудеть без диет? Нужно худеть без диет. Ну, нужно. Так, здесь сразу сейчас, наверное, половина телезрителей думает, что за такие интересное движение, да, как можно похудеть, если, допустим, вес стоит и стоит, и стоит, и стоит, и при этом можно есть и худеть? Сначала нужно определить вообще, лишний ли это вес, потому что некоторые люди бывают, что они себя, неправильно немножко оценивают, они могут весить абсолютно нормально, выглядеть нормально, иметь просто свои физиологические особенности тела, но при этом страдать от лишнего веса. Бывает такая причина. Бывает, что человек не может похудеть, потому что у него, какая-то форма заболевания, допустим, развилась, да, тогда ему нужно сходить к врачу, может быть, провести антибактериальную терапию, да, показаться, да. Но чаще всего люди не могут похудеть, потому что они нерационально питаются.
Вот. То есть есть надо, но правильно. Да, надо есть сбалансированно. Сбалансированно. Да, правильно, это вот как раз вот, да, это крамольное слово. Да-да-да. Но в целом это очень такая актуальная проблема. Вот, например, в России, да, первичная заболеваемость ожирением выросла в 2022 году на более 10%. Ожирение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, сахарного диабета. И так далее, И можно так перечислить. далее, да. А Юля, вот как часто к вам, как специалисту, обращаются люди с такой проблемой? На самом деле, пока не часто. Я вот недавно получила диплом, да, поэтому у меня практика не сильно большая, но я, как сказать, понимаю, что для Якутии лишний вес это сейчас уже стало как бы норма, да. Многие люди не воспринимают себя с точки зрения лишний это ли вес, не лишний, да, живут с этим годами. И потом, как правило, просто оказываются у врача с каким-то диагнозом. По-хорошему, конечно, если бы ко мне обращались чаще, я была бы, довольнее. Да. Ну, а что касаемо вот детского возраста, да, мы, визуально-то мы видим, что сейчас совершенно вот молодое поколение уже страдает ожирением. Это невооруженным глазом видно. Здесь с чем, как вы думаете, это связано? Опять же, конечно, дисбалансное питание в основном у детей, да. Потом у детей очень сильно гиподинамия развита в общем и целом, потому что многие дети сейчас гаджетозависимые. Это, между прочим, такой вид отклонения, да, психологический. То есть ребенка надо занимать. Родитель для того и создан, чтобы, родил, так занимайся с ребенком. Гуляй с ним, развлекай, заставляй его играть, води на секции. Корми нормальной едой, да, потому что ребенок сам по себе, он не может выбирать вот эти вот правила жизни, его надо обучать. В чем разница между диетологом и нутрициологом? Вот приду к вам, увижу, что у вас есть диплом, скажу, вот что-то со мной не так. Как смотрите, что такое диетолог, сейчас объясню, да. Врач, диетолог – это узкопрофильный специалист, который закончил, как правило, в России только Сеченова. То есть другие вузы диетологов не обучают. Вот, допустим, наш медицинский институт диетологов не выпускает. Врач-диетолог – это тот человек, который будет работать в стационаре, то есть он будет производить лечебную диету. Лечебная диета при любом типе диагноза больше 3 недель обычно не длится. Даже бывает, что она длится всего 1 неделю, и потом все, человек уходит в обычную жизнь. Но при этом, если он попал с каким-то заболеванием в острой форме, многие типы заболеваний могут уйти в такую латентную, да, то есть это возникает из-за того, что он до этого неправильно ел. Ему нужно прийти к нутрициологу и попытаться пересмотреть свои привычки. Это вот первый способ. Первый, почему люди идут к нутрициологам, да. Второе, если человек, допустим, начал взрослеть и начал понимать, что с ним что-то не так. Вот что-то не так. Да. Но вот это вот что-то не так тоже можно не к врачу идти, ждать, когда у тебя разовьется вся эта хроника, а прийти, разобрать свою тарелочку, да, и вести какие-то вот продукты питания, какие-то исключительные. То есть я просто объясняю, как вот пропорции соотношения в еде, которые не приведут к тому, чтобы организм изнашивался. А вы контролируете это или нет? Вот, допустим, фитнес-тренеры некоторые, да, они берут, как прям говорят, отчитывая себя, показывая, считая эти калории и вот сдавая отчетность. Вы как работаете? Нутрициолог, смотрите, что значит контроль, да? Вот человек, например, очень любит, предположим, что вот ты любишь? Картошку жареную. Вот. Я тебе же не буду исключать полностью. Это не вредный продукт. Это не вредный? Да, это не вредный продукт. Вообще не бывает полностью какой-то бесполезной и вредной еды, не бывает суперполезной еды, это заблуждение. А если я люблю картошку жареную вместе с салом? Ну и правильно, сало тоже очень полезный продукт. Но просто имеется в виду, ты же с утра до вечера это не ешь? Нет. Да, ты же это ешь время от времени, потому что это любишь, да? А в другое время надо же что-то другое есть. И вот про это что-то другое мы много разговариваем для того, чтобы у человека сформировалось представление позитивное в отношении пищи. В первую очередь про это. Надо еще отметить, что у нас в Якутии, например, достаточно такой небольшой выбор, ассортимент продуктов питания. Да, это так кажется. Точно? Это вообще глубокое заблуждение. Глубокое заблуждение. Если брать даже существующие 2 доставки в городе Якутске, сами знаете какие, да? Там такой ассортимент. Ты можешь себе продуктовую корзину новую восполнять каждую неделю на протяжении 2 месяцев, вообще не думая на самом деле. То есть это достаточно широкий выбор продуктов. Правильно ли я понимаю, что самое главное, основное правило – это не злоупотреблять одними и теми же продуктами постоянно? То есть по большому счету, да. Чередовать. Должна быть вариабельность, и этой вариабельности надо учиться. То есть сегодня картошку жареную, завтра нужно гречку, послезавтра можно и пирожок съесть с картошкой, да. И при этом похудеть. А послезавтра, через 3 дня шаурму можно? И шаурму. Нет, кстати говоря. Шаурму смотря какую, потому что не надо забывать о том, что еще существует гигиена питания,
питания, а мы с вами люди современного поколения, леченные антибиотиками, да, и мы в какой-то момент можем эту шаурму просто не вывести. А, то есть она может быть такая, что... Да, то есть, ну, она может приготовлена в таких условиях, что... Личный вопрос. Рост 1,80 м, вес 99. Есть лишний вес или это нормально? Лишний вес определяется, смотрите, с точки зрения, вот, если человек занимается тяжелыми видами спорта, либо тяжелой работой, у него вес относительно роста может быть несколько повышен. Но Он этим поэтому, не занимается. Если он не, если не занимается, тогда это, скорее всего, где-то ближе к первой степени ожирения. Да. Все, Руслан. Так и знал. Нет, я знал. Да? Конечно, я борюсь с этим уже несколько лет. Ну вот надо не бороться, надо приходить учиться. То есть вот такая она наука, нутрициология, да, нужно хотя бы попробовать, нужно прийти на консультацию, да, и немножко хотя бы понять, потому что действительно здесь еще есть и психология, да, момент, то есть вы разговариваете, вы находите подход к человеку, и, собственно, если у него это ёкнет и выстрелит, то тогда, соответственно, человек полностью меняет. Да, пищевая привычка у многих закрепляется как поведенчески, поведение воспитывается в семье, да, то есть ну, все же знают, что, допустим, у полных родителей бывает полный ребенок. Это почему? Закономерность. Потому что это не закономерность, а потому что полные родители свой институт питания ретранслируют своему ребенку. А еще нельзя оставлять еду на тарелке, да? Это правильно или нет? Это неправильно абсолютно, потому что у всех своя физиологическая норма, нельзя никого заставлять доедать. Раньше у якутов из-за дефицита еды была поговорка, что лучше пускай хороший, ну, как бы плохой желудок треснет, там хорошая еда, чтобы не пропала, да? Но это потому, что наши предки жили в условиях крайнего голода. Но если они ели заболонь, извините меня, у них же еды просто не было обычной, конечно, они были рады всему. А сейчас не такое время. Сейчас у нас в основном у всех преобладает профицит калорий на ежедневном столе. Юлия, ну большое спасибо вам. Пожалуйста. Очень интересная беседа. Я, возможно, обращусь, да, после эфира. Ты знаешь, но я думаю, что все-таки в первую очередь нужно, конечно же, как сказала Юля, да, наладить культуру питания в своей семье, со своими друзьями на выходных. Про шашлыки нужно быть, наверное, тоже немножечко аккуратнее, да. Ну и, собственно, если вдруг не случилось, то можно прийти, конечно же, к профессионалу, и этот человек вам обязательно поможет, правильно? Да, конечно. Друзья, ну а далее у нас новости. Оставайтесь с нами на канале Якутия-24 НВК Саха. В эфире новости. Доброе утро. Глава Якутии провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Айсан Николаев поручил начать работу комиссий по подсчету ущерба. Как отметил глава, в целом ситуация складывается согласно прогнозам. Вся необходимая работа на местах проводится по плану. По итогам заседания дан ряд поручений по аварийно-восстановительным работам на размытых участках дорог и в пострадавших населенных пунктах. Необходимо продлить отопительный сезон, чтобы люди могли просушить дома и начать работу комиссии по подсчету ущерба. В районах, где вода только начинает прибывать, необходимо оперативно вести работу по развертыванию сил и превентивным мерам, подчеркнул глава Якутии. Спрос на службу по контракту возрастает в Якутии. Всего 40 коек развернули в едином центре по отбору граждан на контрактную службу на базе городского санатория Абырал. Количество обращающихся по наблюдениям сотрудников центра растет. Отмечается, что для кандидатов на время прохождения медосмотра созданы все условия для комфортного размещения. Номера благоустроены, имеются все условия для проживания. Это холодильник, телевизор, 4-разовое питание, имеется библиотека. Прием ведут невролог, хирург, лор, окулист и терапевт. На месте проводятся основные анализы и исследования, в том числе биохимические анализы и электрокардиограмма. Работает мобильный флюорограф. Медосмотр проводится в течение 1-2 дней. Окончательное решение о годности выносят медики военного комиссариата. Рейды по выявлению нарушений правил охоты ведут в Намском районе. Госинспекторы в области охраны окружающей среды совместно с Намской инспекцией ведут усиленные выездные обследования по выявлению, пресечению и профилактике нарушений правил охоты в Намском районе. Рейды проводят в связи с наступлением весеннего сезона охоты на водоплавающую дичь. Во время проведения выездных обследований на охотничьих угодьях проводят профбеседы с гражданами с вручением памяток и неукоснительным соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.
Продолжается голосование за объекты благоустройства. Якутяне могут сделать свой выбор до конца мая. Принимает участие 21 муниципальное образование региона. Напомним, онлайн-голосование началось с 15 апреля по 31 мая по выбору приоритетных объектов для благоустройства на территории республики в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха проводится с учетом обращений и инициатив местных жителей. Главная цель онлайн-голосования – дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть реализованы в первую очередь. Ознакомиться с проектами и отдать свой голос за понравившийся объект можно на всероссийской онлайн-платформе 14.городсреда.ру. Очень активно участвует Алекминский улус, Амгинский улус. Есть хорошие показатели у Хангаласского и Алданского улусов. И можно выбрать не только ту территорию, на которой ты проживаешь, непосредственно внутри республики, можно выбрать любую другую территорию, которой вы являетесь, например, пользователем, где вы часто бываете, не обязательно по прописке. Окончательный результат будет известен где-то в первой декаде июня. Культурно-этнографический центр «Дом дружбы народов» Краеведческого музея возведут в Мирном. Он будет представлять собой сложную композицию из двух разновысотных объемов традиционных национальных сооружений Орасы – старинного летнего конусообразного жилища и балагана, традиционного жилища коренных народов в виде древнеякутской юрты, объединенных общим одноэтажным пространством. Объект социальной инфраструктуры «Дом дружбы народов» включен в план мероприятий по реализации указа главы Якутии о развитии Мирнинского района на период до 2030 года. Для возведения объекта Алроса и администрация Мирнинского района заключили договор на софинансирование. На этом у нас все. Хорошего дня. Мы благодарим Валерию Наумову за самые последние актуальные новости. Ну а сейчас переходим к новостям из мира культуры. Доброе утро! С вами «Культурные новости». Начните свой день с порции позитива. «26 апреля в Саратовской области завершились 22-е молодежные дельфийские игры России. Студентка балетной школы отличной культуры Якутии Алисия Пак завоевала золото в номинации «Классический танец». Еще один юный якутянин, студент кафедры музыкального искусства АГИКИ Егор Кузьмин, стал дипломантом молодежных дельфийских игр России. Он исполнил программу из 3 произведений на балалайке, в том числе «Каприз» номер 24 Никколо Паганини, которая считается одним из самых сложных. 26 апреля 2023 года в Центре духовной культуры Дом Арче подвели итоги конкурса исполнителей на народных инструментах «Төрют Дорхон». Победителем и обладателем гран-при в возрастной категории от 18 до 35 лет стал студенческий ансамбль «Кынкырай» Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Макаровой. Ребята исполнили композицию «Крымпа» на стихи Владимира Новикова, Куннику Растыров и музыку Марка Жиркова. Ансамбль «Кынкырай» является самым молодым творческим коллективом в Якутском колледже культуры и искусств. Он был создан в 2021 году и специализируется на игре на якутских национальных инструментах. Руководитель ансамбля молодой преподаватель кафедры этнохудожественное творчество Эркул Чулунов. 27 апреля в День Республики на сцене Саха Академического театра состоялась премьера «Тулаях Ого глухой Вилюй» по одноименному роману Василия Яковлева «Далан» в постановке главного режиссера театра Руслана Тараховского.
Постановка посвящена 95-летию со дня рождения Василия Яковлева Далана и 40-летию с первого издания романа «Глухой Вилюй». Роман «Глухой Вилюй» стал результатом многолетних исследований фольклора народов бассейна реки Вилюй. Это первая попытка освещения в художественной форме ранней истории якутского народа. Оно повествует о заселении якутами бассейна реки Вилюй. Общероссийский день библиотеки в 2023 году в городе Якутске пройдет в формате фестиваля чтения «Читаем все» и объединит основные библиотеки столицы республики, Национальную библиотеку, Республиканскую библиотеку для слепых, филиалы централизованной библиотечной системы города Якутска, научную библиотеку Северо-Восточного федерального университета. Всего организаторы представят 17 крупных разноплановых мероприятий в течение мая, в том числе уже ставшие популярными акции «Библионочь-2023», «Сила книги 2023». Фестиваль чтения стартует 18 мая и завершится 27 мая возложением цветов к памятнику Максиму Амосову. Именно Максим Кирович сыграл большую роль в становлении библиотечного дела в республике. Подробная программа всех мероприятий фестиваля будет опубликована на официальном сайте Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия и на сайтах библиотек участников фестиваля. На этом наш выпуск завершается. До новых встреч! Руслан, необходимо напомнить, что сегодня в Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 4 градуса, а днем ожидается плюс 9. Ну и, конечно, будет сильный ветер. Но ветер и достаточно еще прохладная температура не мешает тем людям, которые находятся сейчас на площадках города Якутска, где стартовали утренние зарядки. Они очень понравились жителям столицы. И сейчас более подробно, где и как они будут проходить, нам расскажет наша коллега Полина Долинская, которая тоже сегодня с утра решилась выйти и делать вместе с самыми ранними пташками Доброе утро, ребята! Я зарядку. вас поздравляю вот с таким замечательным днем. А день сегодня на самом деле прекрасный, потому что именно сегодня на всех площадях не только нашего города, но и во всей республике стартует массовое занятие спортом. И проходит это все под девизом «Начни свое утро с победы над собой». Мы сейчас находимся на площади Победы. Вы можете видеть, сколько много людей решили приобщиться к здоровому образу жизни. Здесь абсолютно разные возрастные группы, которые занимаются своим здоровьем, которые пришли для того, чтобы начать свой день правильно. Почему это все происходит и для чего это нужно каждому из нас, каждому нашему телезрителю, я хочу вам рассказать. Мне в этом поможет Зинаида Егоровна. Доброе утро! Вот расскажите, сегодня день прекрасный, несмотря на то, что холодно, но при этом полная площадь. Все пришли. Вот что сегодня происходит, для чего это нужно и с чего все-таки правильно начинать свой день? Доброе утро! Проснемся, взбодримся, согреемся и начнем нашу зарядку. Приготовились, делаем вдох. И 10 мая уже в городе Якутске и по всей республике стартовал очередной сезон утренних зарядок. Как долго он будет проходить и где можно к нему приобщиться? Он проходит с мая до августа, в конце августа. Но при этом каждый еще может выбрать определенное направление спорта, которым хочет заниматься. У нас есть утренние зарядки проводят общественные инструктора, и они предоставляют свои направления: оздоровительная зарядка, суставная гимнастика, оздоровительный бег, оздоровительная гимнастика. Вот они каждое утро с 6:30 и 7 по всех на площадках города Якутска. Какую пользу для организма дает вот такой, во-первых, ранний подъем, так еще и занятия на свежем воздухе? Вот благодаря утренней зарядке усиливаются все
физиологические процессы, дыхание, вот кровообращение, обмен веществ. И они дают заряд всем и улучшают питание во всех органах и системах. Большое вам спасибо. Ну и, конечно же, не будем вам мешать. Друзья, совсем скоро на наших площадях пройдет массовый флешмоб любителей здорового образа жизни. Мы с вами, друзья, прощаемся. Желаем вам отличного настроения. А мне пора заниматься зарядкой. Даша, Руслан, после того, как закончите эфир, обязательно приезжайте к нам и занимайтесь вместе с нами. Ребята. Спасибо большое, Полина. Спасибо огромное. Но я думаю, что сейчас многие зрители, увидев, что начались утренние зарядки, в том числе, кстати, Даша, да, говорит, ты живешь рядом с площадью Победы? Я думаю, ну ты знаешь, время 8 утра, то есть либо мне сейчас сразу после эфира надо туда бежать, но тогда мне проще на площадь Ленина. А если же все-таки по дороге домой, ну представляешь, ну выйди ты в 8 утра, до 9 как раз дойдешь к работе и по пути сделаешь зарядку. А почему бы нет? Ну, это очень хорошая вообще традиция, и я думаю, что эта традиция будет проходить, ну, в принципе, по традиции, столько раз сказал слово традиция, в течение всего лета, друзья. Ну и самое главное, это, конечно же, с утра, как, соответственно, утро начнешь, так день и продолжится, поэтому... Сегодня мы поговорили, да, с вами о правильном питании, о зарядках, о хорошем настроении, и я думаю, это утро было полезным. Завтра мы поговорим с вами про детский отдых. Да. Поэтому обязательно включайте свои телевизоры в 7 часов утра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Утро Якутии работает всегда для вас. Напоминаем о том, что завтра уже пятница, ну и впереди вновь выходные. Да, и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где также есть дополнительная информация, много интересных новостей. Ну и, конечно же, достаточно часто мы проводим различные розыгрыши в телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь, я думаю, не будет абсолютно лишним. Ну а мы желаем вам отличного утра и хорошего дня. До новых встреч в эфире. Увидимся.